Мой отец родился в 1906 году в деревне Мустафино Оренбургской области. Там жили его и отец, и мать, мои бабушка и дедушка, и дети, старший брат Ибрагим, сестра Зайнаб и младшая сестра Хадича. Они жили очень бедно, и отец пытался как-то исправить положение и наладить быт семьи, и открыл даже маленький магазинчик, но ничего из этого не получилось. И когда я приезжала в Мустафино, мне всегда показывали то место и даже те оставшиеся камни, на этом месте вот был этот самый маленький магазинчик, в который, лавочка, вернее, в которой пытался что-то наладить вот как-то мой дед. Но ничего не получилось, поэтому они переезжали периодически в Оренбург, чтобы там как-то устроиться, но потом обратно возвращались. Вот об этом времени очень много рассказывали мне сестры отца. Вот Хадича написала даже книжечку о моем брате, замечательную совершенно. Я помогала ей в издании этой книги. И там, кстати, она как раз пишет, что мама Рахима апа, она очень выделяла моего отца, очень его любила, и что в детстве вот он был необыкновенно заводной, и был организатором и всех игр, и всех выступлений. Они там рано начали организовывать пионерскую организацию с братом, и ставили спектакли, там как-то очень старались организовать вот эту молодежь. И потом уже начались такие годы, когда тяжелые, когда вот в Оренбурге уже была такая бедность, но правда, тем не менее, его встретил педагог из медресе Хусаини и определил его туда. Но он учился всегда блестяще, перескакивая через классы. Когда они были приговорены к смертной казни, и было сказано за подрыв Третьего рейха. То есть, в общем, что эта антифашистская деятельность была сразу обнаружена. И тогда вот сейчас уже в Плёцензее, в мемориале включены и наши сведения о наших героях, и в Музее сопротивления Берлина установлена доска с их именами. Вот. Так что, понимаете, тут даже, да, и в Музее сопротивления нам рассказали, что многие плененные и многие заключенные просили о помиловании. И, так сказать, кому-то это удавалось. Но наши герои, они о помиловании не просили, не было такого. То есть это значит, что даже ни мысли у них не возникало. Они знали, что они будут казнены. И вот Андре Тиммерманс, который сидел в одной камере в Моабите с моим отцом, и с которым мы много встречались, дружили, вот в этой самой комнате мы сидели вот и разговаривали, и он как раз говорил, что он был потрясен спокойным мужеством моего отца, что он не знал, какой он поэт. Он знал, что он поэт, потому что ему он сказал, что он поэт. Но какой он, хороший, плохой или что? Но он сказал, что я знал, что это мужественный, честный человек. И я его за это уважал. И я не мог не исполнить его просьбу. Это он передал один из блокнотов.
Так что тут даже, понимаете, они знали, что они будут казнены, и они шли, как говорится, на эту казнь, и знали за что, и это была их борьба, это была их судьба. Еще судьба не была, как говорится, объявлена официально наших, и их геройский подвиг еще не был широко известен, но все-таки было известно, что татары очень здорово сражались, что очень много героев Советского Союза, очень много таких беспримерных подвигов. Вот это и спасло народ. Когда вы читаете моабитские тетради, то какое чувство? Вы гордитесь. Это мой отец. И прежде всего я испытываю необычайную боль. Потому что когда я читаю «Не верь» стихи или «Сон в тюрьме», то я понимаю, какая это трагедия, и какая боль, какая тоска по близким, по родине. И что это надо было вот так чувствовать, так писать об этом, и так бороться за свою родину, и так идти на эту гибель. Не только в Татарстане, но и в других регионах, и в Татарстане вот татары хранят память о Мусе Джалиле, очень относятся очень трепетно, очень уважительно к этой памяти. Вот меня приглашали на открытие памятника в Челябинск. Причем Казань подарила Челябинску замечательный бюст мраморный Урманчи, нашего знаменитого скульптора. И поставив его на высокий черный цоколь в центре города, вот это получился замечательный, красивый памятник. И на открытии собралось очень много народу. И там читали замечательно стихи. И это просто здорово, что вот в Челябинске, где тоже очень много и татар, вот есть теперь такой памятник. Вот в Екатеринбурге я была. Там тоже помнят, знают. И я встречалась в Екатеринбурге тоже, и в самом Екатеринбурге, и в городе Березовске рядом, где там знаменитые вот золотые прииски, рудники. Везде, где бы вот не были татары, действительно, вот для них это имя святое. И они всегда говорят об этом, и читают стихи, и рассказывают, и просят рассказать. И очень трогательно относятся, ну, действительно, к памяти и Джалили, и джалильцев очень трогательно. Но я как бы хранитель памяти сейчас. Я себя в этой роли ощущаю, когда я встречаюсь с людьми, и стараюсь передать это всем, с кем встречаюсь. Кроме того, одна из моих основных забот тоже, я стараюсь воспитать своих ну, детей. Дочка у меня уже большая, и она и так и воспитана, но кроме того и внуков, вот, чтобы они знали, чувствовали эту ответственность, чтобы они всегда помнили, чьи они потомки. И надо сказать, что когда вот мой старший внук, которому уже 17, когда он себя показал как хороший человек и честный, хороший человек, человечек и талантливый музыкант, тогда мы ему в семье решили, что он достоин, чтобы к его фамилии его отца было присоединено наша фамильная Джалиль. И теперь он носит имя такое. Наша задача – привнести в молодежь вот эту веру в нашу культуру татарскую, в наших героев, в наших писателей, чтобы знать ее, чтобы понимать, почитать и всегда хранить и передавать своим потомкам.